Песнь 17 о том, как Нурадына взял в плен Кадыр-Берды. Оказалось, Идиль страна на две части разделена. Стал отцу Нурадын врагом, Идигей на одном берегу, а Джигит Нурадын на другом. В хан-сарае решил Нурадын, будто ныне он хан-властелин. Понял юный Кадыр-Берды, что победа ему суждена. Верной рати собрал он ряды тех, кого пощадила война. А когда наступила весна, и на озеро Чирюли возвратились птицы опять, в том урочище Чирюли он на смотр приказал собрать для войны готовую рать, чтобы сил набралась, отдохнув. Двери белые распахнув, Нурадын в хан-сарае взошел на красивый, как роза, престол, деревянный и золотой. Засвистел, запел попугай, и сказал Нурадын молодой: «Эй, Джанбай, хитрец Джанбай, если я твой хан, ты мой бий, послужи ко мне, пособи, в каждый угол страны загляни, нет ли заговора, западни». Сын Камала Джанбай сказал: «Все исполню, как ты приказал». Поскакал по буграм земли, вот и озеро Чирюли, а в засаде у самой воды грозные воины Кадыр-Берды. Скинув петлю средь бела дня, мигом сняли Джанбая с коня, мигом в пленника превратив, на спине его руки скрутив, привели к султану в шатер. И Кадыр-Берды молодой с тем Джанбаем повел разговор. Дом Нугаев — великий дом, Токтамыш господствовал в нем. Даровав народу покой, возглавлял он 9 держав. Токтамышу ты был слугой, а сегодня, совесть поправ, ты к кому в услужение пошел? И кому ты помог воссесть на мой мраморный в злате престол? О, Джанбай, где твой стыд и честь? Так ответствовал хитрый Джанбай: «Правду сущую ты говоришь. Был владыкой моим Токтамыш, был ему я биим слугой, все мы были тобою горды. А сегодня, Кадыр-Берды, кем ты стал? И я сам кто такой? О, Кадыр-Берды, пожалей, мой султан, ложку крови моей. Послужить я тебе хочу, Нурадына тебе вручу». И Джанбая, чье дело обман, отпустил молодой султан. К Нурадыну помчался хитрец и сказал, вступив во дворец: «Нурадын, ты сегодня мой хан, я сегодня твой верный слуга. Коль удача тебе дорога, дай-ка сокола мы возьмем, и на озере Чирюли поохотимся мы вдвоем». На конях отправились в путь, прискакали к озерной воде. Нурадын оказался в беде, не успел он и глазом моргнуть, как Джанбай вдруг исчез из глаз. Не успел он и глазом моргнуть, как попал он в петлю тот час. Вот лежит Нурадын на земле, голова, руки, ноги в петле. И на миг задохнулся он, в темной яме очнулся он. Озирается, недвижим, и яма камнем прикрыта большим. Рассмеялся Кадыр-Берды, рассмеялся, возликовав. Приказал молодой султан, чтоб Сурнай заиграл, созвал тех, чьим предком был Чингисхан. И пришли Улус-Бей-Барын и владетельный Би-Шарын, и Тумена глава Туйбак, и отважный воин Кыпчак, и знатнейший воин Мулай, и Камала отпрыск Джанбай. Вобралось их 9 мужей, вот и стали ответ держать. Нурадын, чей отец Идигей, вздумал, он на престоле сидит, ныне в яме в неволе сидит. Пусть подумает мудрая знать, как теперь Идигея поймать. Порешили 9 мужей, 9 смелых у них сыновей переправили через Идиль, превратили в послов сыновей. Перед ними предстал Идигей. И сказал ему старший посол: «Опозорился твой Нурадын, навсегда утратил престол. Пленный раб, он у нас в руках. Чтобы сын твой волю обрел, ты к султану Кадыр-Берды
должен вместе с нами пойти, должен виру за сына внести. Если хочешь ты сына спасти, за него ясак заплати. Не заплатишь, будет убит Нурадын, твой сын, твой джигит. 7 из тех 9, не приняв их злобных речей, приказал связать Идигей. Отпустил 2 и сказал: 7 послов я связал. Передайте Кадыр-Берды, как поступит с сыном моим, это дело его ума, но оставшимся 7 за убийство пощады не дам. Гибель грозит 7 послам. Возвратились 2 послов. Страх объял 7 отцов. Пали ниц пред Кадыр-Берды. Измолились они всемиром: «О, султан, мы предкам горды, от Чингиза свой род ведем. У врага в плену сыновья, пусть их вызволит помощь твоя». Стали снова держать совет. Что сказать Идигею в ответ? Оказались плохи дела. К Идигею Кадыр-Берды вновь решил отправить посла. «Если хочешь ты сына спасти, 7 послов возврати, и верну я сына тебе». Но сказал перед этим послу: «От людей не заслужим хвалу, если пленника просто вернем. Пораскинуть надо умом». Нурадына Кадыр-Берды вытащить из ямы велел, и его разуть он велел, и босого поставить на пол, вбить железные колышки в пол. А когда Нурадын пошел, колышки вонзились в ступни, да и в стул были вбиты они. Нурадын ничуть не струхнул, и спокойно он сел на стул. Не скривилось лицо, и в глазах не виднелись ни боль и ни страх. Стал допрашивать Кадыр-Берды. 6 вазов с несметной казной были в путь отправлены мной. Что ты с ними сделал, мой враг? Нурадын ответствовал так: овладела смута страной. 6 вазов с несметной казной нищим людям раздал я, помог им в беде, да простит меня Бог. Вопрошает Кадыр-Берды: и находец был у меня, достигал сердцевины земной, как 2 чаши глаза у коня. Где, скажи, мой конь вороной? Нурадын отвечает так: и находец твой вороной достигал сердцевины земной, как 2 чаши глаза у коня. Но когда была битва, резня, я тебя с вороного свалил, и я сам на лихого вскочил. Восседая на славном коне, я с тобою схватился в войне. Вопрошает Кадыр-Берды: у меня был булатный дом, мой 12-вратный дом, мой приют, мой приятный дом. Что ты сделал с ним, Нурадын? Отвечает так Нурадын: в дни, когда я грустил, горевал, о свободе мечтал, тосковал, я спалил твой булатный дом, твой 12-вратный дом. Вопрошает Кадыр-Берды: что ты сделал с шубой моей? Вся из черных она соболей, 8 вышивок ярких на ней, в 9 местах теснена. Ты скажи, Нурадын, где она? Панцирь мой из железных колец, такова Нургбе цена. 9 девушек, 1000 овец. Где мой панцирь, скажи, Нурадын? Отвечает так Нурадын: ты о шубе своей не жалей, что из черных была соболей. 8 вышивок было на ней, в 9 местах теснена, мне дарована Богом она. Панцирь твой из железных колец, такова Нургбы цена. 9 девушек, 1000 овец. Дал его мне Тенгри, Творец. И когда я с тобой воевал, этот панцирь я надевал. Вопрошает Кадыр-Берды: где, скажи, Тахтамыш, мой отец, 9 держав властелин? Что ты сделал с ним, Нурадын? Вопросил и хитрец Жанбай: сотворенной для рятных дел я двуострой секирой владел. Что ты сделал с ней, Нурадын? Алджасманом названный меч, тот, что сбрасывал головы с плеч, тот, что вытащен из ножон, извинел и сверкал обнажен. Где тот меч, скажи, Нурадын? Где черноокая Кюнеке, розово-щекая Ханеке? Где они, скажи, Нурадын?
Слитки золота, жемчуг, алмаз, изумруд, где они сейчас? Ты куда их девал, Нурадын? Отвечает так Нурадын: там, где со мною сражался враг, там и секиру я бросил в прах. Гнал я днем и во тьме ночной Токтамыша, который владел девятидержавной страной. Там, где брал начало Иртыш, притаился в кустах Токтамыш. Алджасман обнажил я меч, тот, кто сбрасывал головы с плеч. Ют, что вытащен из ножон, извинел и сверкал обнажен. Обезглавил отца твоего, кровью бороду залил его. И как голову с плеч я свалил, я затылок его просверлил, смерть нанес властелину я. Голову отца твоего обернул в брюшину я, в переметную спрятал сумму, бросил ее, когда привез под ноги отцу моему. Тут моя поутихла злость. Ханская кость, запретная кость. Так решил я в душе своей. И отнес в сарайчик, в мавзолей, голову твоего отца. А черноокую Кюнеке, розовощекую Ханеке сделал по воле Творца девушками моего дворца. Жемчуг твой, изумруд, алмаз, да и весь золотой запас я народу раздал моему. Сын Камала, коварный Джанбай, отойди-ка прочь, не болтай. Нет, послушай меня, подойди. Вот, нечаянно, погляди. Жеребенок в колодец упал. Жаба сделалась жеребцом. В яму вдруг Нурадын попал. Сын Камала стал толмачом. Ты на поле пашешь чужом. Не смотри, твой глаз проколю. Не болтай, язык отрублю. Как змея заползу внутро, и нутро твое погублю. Ты любому служить гораст. Сын тому, кто еду тебе даст. Раб тому, кто казну тебе даст. Пусть на 7 поколений вперед в жалком рабстве иссохнет твой род. Как 15-ю луной был святой Рамазан озарен, как четверг закатился ночной, наступила святая Джума, и ночная рассеялась тьма, и на праздничный небосклон вышли вместе солнце с луной. Я тогда был на свет рожден, от высоких душ сотворен. В страхе ты стоишь предо мной, именитый Кадыр-Берды. Если взял бы я в руки свои стрелы меткие, луки свои, разве я б не отправил тебя за твоим родителем вслед, в дом, откуда возврата нет? Почему ты поверил, скажи, криводушным, погрязшим во лжи? Ты призвал на помощь обман, сделал так, что я бросил колчан. Ты подверг меня пыткам, султан. Кто разумную речь произнес, тот об этом не будет жалеть. Выше дерева я возрос, не согнусь, задев облака. Я крепчайшего крепче сука. Вихрь ударит, я не свалюсь. Я быстрее любого коня. Коль забросишь аркан на меня, побегу, не остановлюсь. Тверже я, чем любой укрюк. Коль пропустишь его через нос, я стерплю, не боясь этих мук. Я меча Бузганчика кривей, ни за что не стану прямым. Я соленых морей солоней, даже с сахаром я не сладим. Токтамыша, отца твоего, государя страны одолев, я, его уничтоживший лев. Садишь ты в мое сердце нож, много раз его повернешь, о пощаде не стану взывать, безоружного убивать, мужа спящего убивать. Лишь бессильно решится боец, лишь трусливый убийца, подлец. Кончив речь свою, Нурадын на врага спокойно взглянул. Колышки, что воткнуты в стул, заостренные, в бедра впились, и на пол сквозь одежду его капли крови лились и лились. Был Кадыр-Берды поражен, Нурадыном был восхищен. Им любуясь, сказал храбрецу: «Богатырь, к своему отцу возвратись, невредим и здоров». После этих правильных слов приказал его развязать, для него коня оседлать, на коня его посадил, до Идиля его проводил. Конь вспотел, сквозь седло и потник пот в кровавые раны проник. Нестерпимой сделалась боль, словно в раны насыпали соль. Чтоб в пути не стоять день и ночь,
Гнал коня Нурадын во всю мочь. Крикнул через Идиль Идигей: «Ты ли это, мой сын Нурадын? Возвратись ко мне поскорей. Ради сына послов я прощу, 7 молодцов отпущу». Нурадына Кадыр-Берды верхового на плот посадил, по волнам Идиль опустил. Широко вода разлита, вот и встретились два плота. Песню счастья запел Едигей, и сказал он в песне своей: «Если 7 сольются ночей, не померкнет земля вовек. Если 7 многоводных рек, слившись, выйдут из берегов, если буря, взметая гладь, будет лодку рвать и бросать, словно облако ты поплывешь, вал бушующий пересечешь. Нурадын, мой сын, мой Мурза, ты орленка взметнул в небеса, ты его повторил полет. Нурадын, мой сын, мой Мурза, ты крыло лебединое в плот превратил, ты Идиль переплыл. Нурадын, мой сын, мой Мурза, и крыло ты гусиное в плот превратил, ты Яик переплыл. Нурадын, мой сын, мой Мурза, ты столкнись-ка с моим плотом, постарайся ко мне подойти. 7 на плоту моем хорошенько ты угости. Нурадын, мой сын, мой Мурза». И, удвоив свою быстроту, плот придвинулся близко к плоту. Перепрыгнул Батыр Нурадын на широкий отцовский плот. 7 он взял в оборот, их избил и сбросил в Идиль. Нурадын судьбою храним, увидав отца своего, на колено упал перед ним. И, целуя руку его, он прощения попросил. В кровь его проник конский пот. Нурадын свалился без сил. А когда он в сознание придет? Прочитал Искандер Гилязов.